Уважаемые абитуриенты и родители абитуриентов, здравствуйте! Я хочу представить вашему вниманию доклад, который посвящен природным особенностям и экологии нашей реки Вычегды. Если характеризовать территорию, то территория, по которой протекает наша река, представляет собой плосковолнистую равнину, сильно заболоченную. Средняя густота речной сети составляет на данной территории примерно 0,62 километров на квадратный километр, то есть это свидетельствует о том, что она очень густая. Долины рек, причем не только Вычегда, они сложены рыхлыми породами, и эти особенности, они как раз определяют тип руслового процесса. Кроме того, на особенности руслового процесса влияют сток воды и наносов, и, соответственно, помимо рыхлых пород, на русловой процесс влияние будет оказывать и климат. Причем климат необходимо рассматривать и тот, который сложился в результате длительного течения времени, и также необходимо учесть и тот факт, что происходит глобальное потепление климата, и увеличение в среднем составляет 0,6 градуса. Если рассматривать гидрологический режим Вычегды, то получается, что весеннее половодье она сбрасывает основную массу своего стока. Это более 50%, это огромные объемы воды. Половодье наступает несколько позже, чем в Центральной России, и если приводить статистические показатели, то получается, что длина Вычегды составляет 1130 километров, площадь бассейна 121 тысячу квадратных километров. Ну и характеризуя сам тип руслового процесса, в основном по всей длине реки он представлен как незавершенное меандрирование. Только устьевой участок можно охарактеризовать как свободное меандрирование. Ну, сейчас я несколько слов скажу по поводу меандрирования. Что это такое? Меандр, слово французского происхождения, переводится как извилина. И как раз здесь на рисунке приведена схема Котловского водного узла. Как раз мы можем видеть все эти извилины. Позже я покажу космические снимки, которые любезно предоставил мой коллега Александр Юрьевич Боровлев. Кстати, тоже, может быть, вам будет это интересно. Кроме направления экологии, мы также учим и студентов по направлению картографии и геоинформатика. И как раз вот увидите, какие красивые снимки, какие красивые карты рисуют, в том числе наши студенты под руководством преподавателей. Опять же, характеризуя далее русло реки Вычегды, то по показателям неустойчивости русла и подвижности песков в нашей стране Вычегда занимает первое место. Если брать территорию бывшего СССР, то это второе место после Амударьи. И, конечно, как вы понимаете, это создает очень много сложностей для функционирования промышленных объектов и также для социальной инфраструктуры. Итак, река достаточно извилистая. Можно сказать, что вперед она просматривается на 100-200 метров. И как раз это доказательство ее высокой извилистости. Среднее многолетнее значение мутности воды нижнего течения Вычегды составляет от 25 до 50 грамм на кубический метр. То есть это нам говорит о том, что вода очень мутная, и действительно, если мы будем брать перевод Вычегда, это Эжба, да, получается, что вода с затопленных лугов, луговая вода, и, соответственно, вот тот цвет, который мы наблюдаем, уходит корнями далеко в прошлое. Это снимок непосредственно Вычегды и процесса меандрирования. Синим цветом как раз можно рассмотреть эти извилины. Здесь приведены 3 снимка, и как раз можно здесь увидеть то, что русло меняло свое положение, и как раз можно видеть этот незавершенный тип меандрирования, поскольку
извилина не достигает в своем развитии полного цикла, и в воды высокого весеннего половодья она попросту прорывается протоками, или, как на нашей территории эти протоки называются, полоями. Соответственно, река будет менять в результате свое русло. И еще один снимочек, это уже на территории Архангельской области. Вычегда таким образом выглядит, уже ближе к устью. Мы уже с вами упомянули о том, что именно характеристики реки, такие как высокая извилистость, то, что она может менять свое русло, приводит очень к большим неприятностям, то здесь следует отметить несколько и по поводу экологической напряженности. Вообще получается, что уникальность сочетания природных и антропогенных факторов предопределяет современное экологическое состояние ландшафта бассейна Вычегды. И ведущие факторы экологической напряженности, то есть то, что, скажем так, вызывает неблагоприятные условия для жизнедеятельности человека, для ведения хозяйственной деятельности, это будут неустойчивость русла, размывы берегов и подтопление территории в период весеннего половодья. И немножечко подробнее мы сейчас об этих факторах поговорим. Конечно же, поскольку хозяйственная деятельность на территории бассейна Вычегды ведется очень и очень давно, кроме того, наша территория относится к районам основных промышленных лесозаготовок, это и Республика Коми, и Архангельская область, то, соответственно, как раз лесопромышленный комплекс оказывает негативное влияние на состояние русловых процессов, и не только Вычегды. Но, с другой стороны, сочетание природных антропогенных факторов экологической напряженности носит двойственный характер. То есть в одних случаях антропогенная деятельность нейтрализует неблагоприятные естественные проявления русловых процессов. И поскольку долгое время северные реки были судоходными, сейчас, конечно, в процессе развития вполне возможно, что их опять сделают судоходными, потому что к 30 году порт Архангельска планируется сделать глубоководным, и речной транспорт, он очень дешевый. Поэтому, в принципе, даже несмотря на то, что длительный период времени и на особенности ледового режима реки находятся во льду, но, тем не менее, за летний период можно перевозить огромное количество грузов. Так вот, как раз и получается, что те виды антропогенной деятельности, которые проводились для улучшения условий судоходства, это дноуглубительные и выправительные работы, они очень благоприятно сказывались и на гидрологическом режиме, и на том, что те объекты, которые находятся вблизи русла, они не испытывали негативного влияния. То есть как раз-таки размыв берегов может привести вообще и к обрушению, и к нарушению функционирования водозаборов или водовыпусков. Ну и кроме того, получается, что несколько изменялись показатели подтопления территории в период весеннего половодья. Но другие виды деятельности, они как раз-таки неблагоприятно сказываются на состоянии русла и вообще всей речной долины. Это вырубка лесов и разработка русловых карьеров. Разработка русловых карьеров проводилась на Вычегде в конце 20 века. В настоящее время она не проводится, но вот тем не менее получается, что как раз-таки от города Сыктывкара до города Сольвычегодска этот вид деятельности нанес достаточно серьезный ущерб. Поскольку изъятие руслового аллювия мешает естественному движению форм рельефа русла, и кроме того, эти ямы приводят к застойным явлениям. А мы знаем то, что на реке находятся водоемки производства целлюлозно-бумажной промышленности. Это ЛПК «Монди» и филиал предприятий группы «Илим». Соответственно, что река сама не справляется. И здесь уже вследствие естественных вернее, не естественных, да, а вследствие антропогенного влияния на русловые процессы получается, что идет и химическое загрязнение воды. Вода будет являться достаточно загрязненной.
И как раз на данном слайде приведен совмещенный план реки Вычегды. Это как раз территория предприятия группы Илим, филиала в городе Коряжмы. И мы можем видеть как раз-таки по изолиниям формы руслового рельефа. Конечно, мы видим гладкую воду, но тем не менее, если посмотреть продольные и поперечные профили реки, то можно заметить, что движение происходит, и на Вычегде они происходят достаточно быстро, особенно в период весеннего половодья. Может быть, даже вы наблюдали, и не только на Вычегде, а на каких-нибудь небольших речушечках, то, что в какой-то период времени на реке был плес, было глубокое место, но по прошествии определенного времени там стало мелко и образовался перекат. Вот это как раз и есть движение форм руслового рельефа. Размывы берегов, они тоже крайне негативно сказываются, и помимо различных промышленных объектов на реке находятся и объекты, имеющие культурно-историческую ценность, как, например, Благовещенский собор в городе Сольвычегодске, который приведен на слайде. В течение XX века он терпел огромный ущерб вследствие размыва берегов, и, в принципе, мы могли лишиться этого культурного достояния. Но гидрологи из Санкт-Петербурга, тогда Ленинграда, из Московского государственного университета приезжали, контролировали русловой процесс и проводились берегоукрепительные работы. Конечно, в настоящее время наука ушла далеко вперед, и поэтому теперь можно сказать, что не особо Благовещенский собор страдает из-за хода естественного руслового процесса. Если рассматривать вырубка лесов, ну, вообще растительность – это один из важнейших элементов ландшафта. Физико-географическое районирование территории на природные зоны как раз по растительности проводится. И, соответственно, что если мы берем этот элемент, изменения в нем будут приводить изменения всего ландшафта. И особенно лес важен для рек. Поэтому, если мы рассматриваем речные ландшафты, речную пойму, речной бассейн, то, получается, функции леса для существования ландшафта мы перечислим следующие. Это климатообразующее, противоэрозионное, аккумуляционное и бактерицидное. Вот как раз-таки противоэрозионное и аккумуляционное. В период весеннего половодья лес защищает от бурного стока, половодье проходит более плавно, медленнее, и, кроме того, лес задерживает вредные вещества, микробы, поэтому, конечно, его влияние можно рассматривать только как положительное. Конечно же, в настоящее время предприятия лесопромышленного комплекса разделяют международные стандарты серии ISO, и им предписано проводить лесовосстановительные работы, но в те периоды времени в 20 веке, особенно в 90-е годы, когда вырубка лесов происходила неконтролируемо, естественно, вот тот ущерб, который был, его, конечно, тоже нужно ликвидировать. Потому что в первую очередь из-за вырубки леса будут страдать не только большие реки, но это ручьи и малые реки, которые являются притоками больших рек. И, соответственно, с одной стороны, половодье будет происходить более плавно, и также будут поддерживаться меженные уровни. В настоящее время также разрабатываются и водоохранные зоны, и наверняка, ходя по лесу, переезжая какие-то мостовые переходы, видели такие таблички, где написано «водоохранные зоны». Вот как раз водоохранные зоны и рассчитывают из физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза, в том числе изменения береговой линии водных объектов. На практике, конечно, размеры водоохранных зон необходимо оптимизировать, но если брать нашу реку Вычегда, то получается, что размеры водоохранных зон могут доходить от нескольких метров и вплоть до 20 километров. Все это будет зависеть от строения речной долины и вплоть даже от того, на каком расстоянии друг от друга находятся деревья.
На слайде приведена схема выделения водопоглотительной полосы по Рубцову. И здесь как раз мы можем видеть и поперечный профиль реки, и в целом видим в разрезе речную долину. Как раз-таки пойма, которая затапливается водами весеннего половодья. Вот особенно на пойме необходимо более детально подходить к выбору размеров водоохранных зон. Опять же, поскольку по естественным причинам достаточно часто населенные пункты, промышленные объекты терпят ущерб, и в настоящий момент тоже приближается весеннее половодье, в настоящее время в основном ледовые заторы ликвидируют при помощи взрывных работ, которые проводятся при помощи авиации. Опять же, мы говорили про русловые карьеры, и, естественно, получается, что вот эти взрывные работы также неблагоприятно сказываются на состоянии русла. Может, кстати, кто-то эти взрывные работы и видел, особенно это характерно для населенных пунктов, находящихся в устьевых участках, то есть там, где находятся притоки, особенно большие, и также, если реки подпирают другие реки, в которые они впадают в период весеннего половодья. И на этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание.